Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения информационный выпуск «Вести недели». О главных событиях города расскажу я, Светлана Глушкова. В Канаше состоялось собрание депутатов города 7-го созыва. На встрече поднимались вопросы сферы ЖКХ, социальной политики, городского жилищного фонда и землепользования в Канашском городском округе. Основным посылом стала социальная направленность муниципального законодательства. На встрече присутствовали представители различных секторов экономики города – ЖКХ, культуры, здравоохранения, социальной политики, а также канашский межрайонный прокурор Сергей Фирсов. Докладчиком выступил заместитель главы администрации, начальник отдела экономики и имущественных отношений Николай Белов. На повестке дня обсуждались вопросы внесения изменений в порядок предоставления в собственность многодетным семьям земельных участков, создания муниципального жилищного фонда коммерческого использования, установление размера платы за пользование жилым помещением, платы за наем, внесение изменений в правила землепользования и застройки Канашского городского округа. В частности, было предложено установить плату за пользование жилым помещением, плату за наем в размере 9 рублей 20 копеек. Основой для расчета послужила средняя стоимость 1 квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в Чувашской республике. При этом следует заметить, что в течение 5 лет с 2017 года плата за наем не индексировалась и составляла 6 рублей 63 копейки. Вопрос внесения изменений коснулся и порядка предоставления многодетным семьям в собственность бесплатных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Канаш. Эти изменения предлагается внести, исходя из закона Чувашской республики, принятого Государственным советом Чувашской республики 14 октября 2021 года и подписанного главой республики 22 октября 2021 года. В соответствии с законом предусматривается предоставление земельных участков многодетным семьям, имеющим свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении детей, выданных как на территории Российской Федерации, так и компетентными органами иностранных государств, а также консульскими учреждениями Российской Федерации. Следующим пунктом на повестку был вынесен вопрос об утверждении порядка создания муниципального жилищного фонда коммерческой недвижимости. Документ был разработан на основании постановления Кабинета министров Чувашской республики номер 332 от 23 октября 2008 года. Целью данного порядка является формирование в муниципалитете фонда коммерческого жилья для его предоставления в порядке очередности гражданам, нуждающимся в таком жилье. Коммерческий найм предусматривает возможность уже через год выкупить в собственность предоставленное жилое помещение. В настоящее время в городе имеется 40 помещений, которые после освобождения от социального найма и проведения ремонта за счет муниципальных средств могут быть использованы для формирования фонда коммерческой недвижимости. В заключении депутатами рассматривался вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки Канашского городского округа. В частности, возможность переоформления садовых участков под категорию земель для индивидуального жилищного строительства. Николай Белов также сообщил, что такие участки уже в этом году будут предложены многодетным семьям в порядке действующей очередности. Собрание депутатов 7-го созыва города Канаш состоялось. Все вопросы повестки дня были рассмотрены и приняты единогласно. Воздержались? Таковых нет. Решение принято единогласно. Администрация города уделяет большое внимание социальной сфере. Одной из мер поддержки стало открытие на базе Канашского центра социального обслуживания отделения для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, для старшего поколения в Доме ветеранов заработало клубное пространство в рамках проекта «Активное долголетие. Мой социальный центр». Об этом в нашем репортаже. На базе Канашского комплексного центра социального обслуживания населения состоялось открытие кризисного отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Его деятельность направлена на защиту несовершеннолетних беременных женщин и матерей. Директор социального центра Наталья Иванова лично провела экскурсию по новому отделению, где созданы все условия для временного проживания. Оборудована жилая комната, кухня с необходимым набором продуктов питания, комната личной гигиены, комната отдыха. Имеется вся необходимая мебель и бытовая техника. Таким образом, все приближено к домашней обстановке. В ночную смену у нас 2 специалиста по социальной работе, которые с детьми готовы принять в любое время. То есть наше учреждение работает в круглосуточном режиме. Поэтому мы в любое время готовы принять. Немалый вклад внесли спонсоры, среди которых депутат Госсовета Чувашской республики Роман Алексеев. Сейчас отделение располагает 2 полноценными местами для проживания. В дальнейшем планируется создать более 12 стационарных мест. До начала прибытия гостей помещение осветил настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в селе Янгличи, иерей Канашской и Янтиковской епархии Вадим Семенов. Почетным гостем стала министр труда и социальной защиты Чувашской республики Алена Елизарова. В
Специалистами центра женщинам будет оказываться консультативная, психологическая, правовая, а также медицинская помощь. Помощь может быть оказана как амбулаторно, так и в качестве круглосуточного стационара со сроком пребывания не более 90 дней в календарном году. В наше время все-таки и насилия хватает, и недопониманий, особо духовной пищи не хватает, недопонимаем. А молодые женщины, девушки, тем более, могут заблудиться в житейских страстях, как говорится. А тут, в этом центре, психологи, священники, учителя, преподаватели, всем дадут немножко жизненного опыта, поддержат и направят на путь правильный, помогут всегда. Так ведь? Да? Это очень надо. Также состоялось открытие клубного пространства «Мой социальный центр». Для старшего поколения в рамках проекта «Активное долголетие» был сделан ремонт и созданы все условия для досуга, отдыха и здорового образа жизни. Имеется зал для занятия гимнастикой, в котором есть тренажеры и спортивный инвентарь. Работают клубы по интересам: шахматный, клуб по финансовой и компьютерной грамотности, скандинавская ходьба. Есть своя библиотека и читальный зал, где собирается народный хор ветеранов. Также имеется творческая мастерская для живописи и лепки. Активным волонтером по данному направлению является председатель общества инвалидов Анатолий Семенов, который проводит занятия и мастер-классы. На открытии он преподнес в дар одну из своих картин. Большую помощь центру оказывают волонтеры и спонсоры. В рамках 2022 года, года выдающихся земляков, благодарственными письмами и почетными грамотами были награждены волонтеры и сотрудники, активно участвующие в жизни города. Глава администрации города Канаш Виталий Михайлов поблагодарил коллектив администрации центра и работников социальных служб за слаженную работу и достижение целей. Огромные слова признательности именно за то, что вы отдаете душу. Я помню первую встречу после назначения, это было 4 года назад, когда в стихотворной форме вначале исполнили песни. Я вижу, что в песне там уже 4 наказа. Все эти наказы исполнены. Это и тротуар, который с улицы Машиностроительный парк провели, и это освещение парк. И все эти вещи были в шуточной форме преподнесены, но самое главное, что вы умеете направлять, и у вас есть чему учиться. Огромное вам за это спасибо. Огромное спасибо коллективу центра за ту работу, которую проводит. Я вижу, что вы живете как одна большая семья, как одни большие друзья. Иногда, наверное, даже вам завидуют ваши соседи и родственники. Почему? Потому что вы действительно живете одной большой, активной, веселой семьей. Дай Бог, чтобы это все дальше продолжалось, и ваши ряды крепли и умножались. Город как всегда помогал, так и будет помогать вашему движению, поэтому работа будет она продолжаться. Продолжайте также инициативно предлагать свои предложения, а мы будем стараться их поддерживать. Завершилось мероприятие выступлением хора ветеранов под руководством Владимира Стеклова. Культурные ценности – тема межрегионального педагогического форума, прошедшего в Канашской музыкальной школе. В качестве участников были приглашены гости из Нижнего Новгорода, Ульяновска, Чебоксар и Казани. В городе Канаше прошел 5-й межрегиональный педагогический форум «Урок. Педагог. Современность». Организатором выступила детская музыкальная школа при поддержке Чебоксарского института культуры и искусств и Министерства культуры Чувашской республики. В программе форума работали все отделения музыкальной школы. В 5-м межрегиональном педагогическом форуме «Урок. Педагог. Современность» принимали участие преподаватели, дети и студенты из Нижнего Новгорода, Нижегородской государственной консерватории имени Глинки, из города Казани, Республика Татарстан, из Казанской государственной консерватории, из Чебоксарского музыкального училища имени Павлова и из Канашской детской музыкальной школы имени Максима Дормидонтовича Михайлова. Организатором мероприятия является детская музыкальная школа города Канаш при поддержке Чебоксарского института культуры и искусств и Министерства культуры Чувашской республики. Цели и задачи педагогического форума просты и ясны всем. Учиться, учиться, учиться. Никогда не прекращать развитие, никогда не останавливаться в узнавании нового. Это каждому педагогу нужно на протяжении всей его педагогической деятельности. В программе форума работали все отделения музыкальной школы. Работала секция специального фортепиано, секция хорового пения, секция
народных инструментов и секция теоретических дисциплин. Форум проводится раз в 2 года. Вот уже 5 лет он у нас межрегиональный, когда к нам в Канаш приезжают преподаватели, гости, студенты, учащиеся из соседних с нами республик. Нижегородской области, из Татарстана, из Марийской, из Мордовской. В разные годы были разные. А до этого форум был зонального и республиканского масштабов. Обмен опытом между преподавателями важен, еще раз важен. Почему? Потому что с каждым годом каждый преподаватель нарабатывает то, чем может поделиться. И когда ты видишь удачу, успехи другого преподавателя, видишь его находки, ты понимаешь, куда тебе можно двигаться самой дальше. И от этого работа становится лучше, детям учиться интереснее, а результат гораздо значимее. У всех наших преподавателей у нас очень творческий коллектив, очень работоспособный коллектив на всех отделениях, на всех инструментах. Есть свои творческие наработки, которыми мы готовы поделиться, что и делаем мы каждый форум. В этом году в форуме принимало участие около 7-8, может быть, порядка 10, сейчас точно не могу сказать, около 10 преподавателей, которые приехали к нам из других учебных заведений, и 15 преподавателей нашей музыкальной школы. Традиция опираться на классику – это основа, а сверху уже настраивать свое собственное и пытаться быть новатором. Это уже тоже хорошо, но классика – это основа основ. В работе форума приняли участие преподаватели, дети и студенты из Нижегородской государственной консерватории имени Глинки, Казанской государственной консерватории имени Жиганова, Чебоксарского музыкального училища имени Павлова, Канашской музыкальной школы имени Михайлова. Мастер-классы давала Гульнара Мурзиева, доцент кафедры вокального искусства Казанской государственной консерватории имени Жиганова, заслуженная артистка Республики Татарстан, лауреат российских и международных конкурсов. Приглашенные гости из Ульяновска приехали с руководителем Александром Дадосовым, заслуженным работником культуры России, директором музыкальной школы искусств города Ульяновска, руководителем хора «Солнечный ветер» и ансамбля «Витаминки». 2022 год назван в России годом культурного наследия, а в нашей республике назван годом выдающихся земляков, прославивших Чувашскую республику. Это дало повод посвятить форум достойному уроженцу Чувашии, человеку, чье имя 3-й год носит музыкальная школа, народному артисту СССР Максиму Дормидонтовичу Михайлову. Концерт украсили выступления хора «Солнышко» Канашской музыкальной школы под руководством Лианы Андреевой, хора «Солнечный ветер» Ульяновской школы искусств и ансамбля «Витаминки» под руководством Александра Дадосова. На мероприятии присутствовал глава администрации города Канаша Михайлов Виталий Николаевич. Он отметил, что душа города – это творческие люди, и пожелал ученикам школы творческих успехов. Администрация в тесном контакте сегодня со всей творческим населением города Канаша, и не только, которые у нас в системе. Очень много взрослого населения сегодня подались в искусстве. Кто-то пробует свои силы в гончарном искусстве, кто-то в художественном, очень много музыкантов. И это радует. Почему? Потому что это и есть как раз та категория, которая оценивается тот или иной город. Город у нас очень теплый, добрый. Мы все дружно всегда живем, поэтому, думаю, здесь как раз не лишним будет и сказать, что и республика очень сильно поддерживает. Только в этом году у нас поступает оборудование на оснащение этой школы на 5 миллионов 300 тысяч рублей. Аналогично поступало и в прошлое. Это и аккордеоны, это и остальные музыкальные инструменты, включая рояль, оборудование. Ну, в общем, в целом и по оснащению тоже идет определенная работа. Но этого ничего не было бы, если бы не был ответственный, целеустремленный коллектив. Вы видите, как у них сегодня глаза горят, и я думаю, у этого коллектива все получится. Вот я сегодня на сегодняшнем мероприятии получил неописуемое удовлетворение от того многоголосия детишек, которые приехали из Ульяновска. В нашей школе часто гости из различных уголков нашей большой страны. И поэтому это радует, это обмен опытом, это как люди делятся какими-то своими успехами. Кто-то самореализуется, кто-то учится стоять на сцене, кто-то перебарывает свой страх перед людьми, перед сценой. Это все нужно, и мы должны в этом помогать. Зрителям, кто смотрит сейчас эту передачу, я могу сказать только учиться, учиться и учиться – это всегда хорошо. Те знания, которые мы получаем в жизни,
никогда не бывают лишними, а те знания, которые получает ребенок в детстве, остаются с ними на всю жизнь. Поэтому я желаю всем нашим родителям, мамам и папам задуматься о том, чем занимается ваш ребенок помимо общеобразовательной школы. Никогда не бывают лишние никакие знания, никакие навыки. И поэтому я с удовольствием приглашаю вас, пожалуйста, приходите учиться к нам в музыкальную школу. Учите детей быть культурными, развитыми, красивыми, разносторонними. Мы ждем всех. Это были все новости на сегодня. С вами была я, Светлана Глушкова. До новых встреч! Каждого клиента всегда рады видеть в магазине «Светофор». Большой ассортимент товаров, которые предлагают ведущие производители России и ближнего зарубежья. Это известные бренды, которые завоевали любовь и доверие покупателей. Тем более, что ассортимент постоянно обновляется. Магазин радует клиентов новинками, продуктами разных категорий. Уважаемые покупатели! Пусть наступивший год будет еще щедрее, добрее и счастливее. Дарите друг другу больше любви, а за покупками и подарками приходите в магазин «Светофор», так как наши цены ниже рыночных на 20-30%. Приходите в «Светофор» за умными покупками. Экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Купить в магазине «Светофор» можно канцелярские принадлежности, бытовую химию, консервы, чай, кофе, кондитерские изделия, посуду, хозтовары, питание для ваших питомцев и многое другое. Ассортимент в этом магазине большой. Все есть, все радует. Частенько тут бываю. Все, что нужно, всегда находится. Магазин хороший. Кругозор большой, выбор большой. Что-то можно взять на выбор, если такое. Большое разнообразие, низкие цены, постоянные скидки и акции в магазине «Светофор» ежедневно радуют своих покупателей. Выбор вас в магазине устроил? Устроил, да, хороший выбор. Все есть. Что хочешь. Не надо далеко ходить. Зашел, взял зубную пасту или бритву. «Светофор» может удовлетворить потребности любого клиента. Двери магазина открыты для вас по адресу город Канаш, улица Котовского, дом 4. Сметана пятигорская 800 грамм 75,20. Свинина свежая 1 килограмм 178,90. Яйца 30 штук 167,90.